Информационная программа «Новости» в студии Матлиба Раджаба. Добрый вечер. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в городской резиденции правительства Республики Таджикистан принял участие и выступил на третьем заседании лидеров водно-климатической коалиции. 4 июня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, в городской резиденции правительства Республики Таджикистан принял участие и выступил на третьем заседании лидеров водно-климатической коалиции. На заседании по решению водно-климатических вопросов приняли участие представители ряда стран и эксперты ведущих международных организаций. Третье заседание лидеров водно-климатической коалиции открыл Петери Таалас, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации, и дал слово президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону. Президент Республики Таджикистан, инициатор глобальных мер по решению водных проблем, как глава принимающей страны, вначале приветствовал всех участников в Таджикистане и пожелал успехов в работе заседания. Было подчеркнуто, что сегодняшнее заседание проходит в преддверии второй Душанбинской конференции по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, основной целью которой является ускорение и реализация ранее принятых обязательств и задач. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что согласно анализу, несмотря на многочисленные усилия, мы сильно отстаем в достижении цели устойчивого развития, в особенности в водном секторе. И для достижения этих целей необходимы новые обязанности и действия. Глава государства выразил удовлетворение вниманием лидеров водно-климатической коалиции к разработке и реализации новых действий, а также выразил уверенность, что на сегодняшней встрече мы утвердим наш план действий и его реализация даст весомые результаты в решении водно-климатических проблем. Было подчеркнуто, что Душанбинская конференция как ключевое мероприятие в рамках подготовки к конференции 2023 года также будет посвящена тесной интеграции водных ресурсов и изменения климата. Анализируя климатическую ситуацию, глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, подчеркнул, что мы неоднократно говорили с высоких трибун мировых форумов о стремительном таянии ледников и негативных последствиях этого процесса. Этот вопрос на самом деле очень важен, так как ледники являются основным источником пресной воды, и их ресурсы быстро сокращаются под влиянием глобального потепления. По мнению специалистов, последние 3-5 лет были самыми жаркими за весь период метеонаблюдений в мире. Очевидно, что продолжение этого процесса будет иметь негативные последствия, учитывая быстрый рост потребностей в воде в результате роста населения и экономического развития. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, посчитал необходимым, чтобы решение этого актуального вопроса находилось в центре внимания мирового сообщества. С целью решения проблем в этой сфере глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, в очередной раз выступил с инициативой объявить 2025 год Международным годом защиты ледников. Было отмечено, что объявление Всемирного дня ледника, учреждение Международного фонда ледников, создание интегрированной глобальной информационной системы криосферы и международного механизма, которые облегчат доступ к точной и своевременной информации по криосфере, станет важным шагом в реализации данной инициативы. Было подчеркнуто, что водные ресурсы играют важную роль в адаптации. Они также важны для уменьшения и достижения устойчивости к этому процессу. При этом глава государства обратил внимание участников заседания на необходимость развития гидроэнергетики как производителя зеленой энергии. Президент страны отметил, что наряду с производством экологически чистой и доступной электроэнергии, электростанции также внесут весомый вклад в устойчивое управление водными ресурсами, сокращение наводнений и засух, а также сокращение выбросов парниковых газов. Была выражена уверенность, что данный вопрос и в дальнейшем будет интересовать членов коалиции, учитывая его важность в комплексном решении водно-климатических проблем. В завершении своего выступления президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, высоко оценил роль лидеров коалиции в продвижении комплексной повестки по водно-климатическим вопросам и выразил уверенность, что план действий лидеров внесет достойный вклад в этот процесс.
Сегодня в Душанбе в продолжении третьего заседания лидеров водно-климатической коалиции был обсужден и утвержден план действий для интегрированной повестки дня по воде и климату. На заседании непосредственно приняли участие представители ряда стран и эксперты ведущих международных организаций. Некоторые специалисты из зарубежных стран приняли участие в обсуждении этой актуальной темы в режиме онлайн. Данная встреча состоялась в рамках второй Душанбинской конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. На встрече представители Республики Таджикистан, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации, представители из Южной Кореи, Нидерландов, группы Всемирного банка, глобального водного партнерства обсудили водные и климатические вопросы. В то же время представители Маршалловых островов, Того, Финляндии, Всемирного молодежного парламента, Египта, Марокко и Намибии приняли участие в режиме онлайн и высказали свое мнение о плане действий лидеров коалиции по воде и климату. В ходе выступлений участники обсудили план действий лидеров водно-климатической коалиции и основные направления деятельности, утверждение плана действий, обсуждение потенциальных инициатив и следующих шагов. Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации, высоко оценив роль и позицию таджикской стороны, особенно инициативы лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в решении водных проблем и стремительных климатических изменений на планете, подчеркнул, что сегодняшняя встреча позволила на высоком организационном уровне обсудить реализацию уже поставленных целей и важность проблемы изменения климата, таяния ледников и их негативного влияния на сельское хозяйство. Кроме того, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации отметил, что первые итоги работы лидеров коалиции по воде и климату должны быть представлены в рамках конференции ООН по среднесрочному обзору хода реализации международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы, которая пройдет с 22 по 24 марта 2023 года в Нью-Йорке. Затем выступил министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан, который также отметил важность обсуждаемой проблемы и рассказал о планах и механизмах для решения водных проблем. Во время встречи определены планы и дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять. Отметим, что группа высокого уровня по воде и климату под названием «Лидеры коалиции по воде и климату» создана в 2021 году Всемирной метеорологической организацией и ООН «Водные ресурсы» с целью совместной реализации комплексной глобальной повестки дня по воде и климату. С начала образования панели лидеров коалиции по воде и климату уже состоялись две встречи, на которых лидеры обсудили основные инициативы, представленные в рамках панели высокого уровня, направленные на комплексное решение водных проблем и изменения климата. В то же время лидеры коалиции по воде и климату встретились с группой молодежи из ряда стран мира, которые также выступили по водно-климатической тематике. Специалисты отметили, что молодежь, как основная активная часть общества, поможет реализовать важные программы и проекты для решения водных и экологических проблем. По итогам мероприятий принят итоговый документ «Призыв к действию». Также лидеры коалиции по водным вопросам и климату обязались создать глобальную информационную систему по водным ресурсам. По итогам третьей встречи лидеров коалиции по воде и климату утвержден план действий для интегрированной повестки дня по воде и климату. В рамках второй международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы австралийская активистка Мина Гули и сопровождающая ее съемочная группа и журналисты, находящиеся в Таджикистане, со второй половины мая текущего года посетили ледник Фетченко. Следует отметить, что ледник Фетченко, длина которого составляет 77 километров, притягивает внимание ученых и экспертов со всего мира. Один из самых грандиозных горных ледников мира стал центром научных исследований. Мина Гули выразила восхищение красотой природы Таджикистана, величественным пиком Исмоили-Сомони, многочисленными ледниками и запасами водных ресурсов нашей страны. Она отметила, что всю эту красоту, неповторимую горные пейзажи, озера, реки и ледники, их съемочная группа запечатлела, и они покажут и расскажут всему миру все великолепие райской природы Таджикистана. Сегодня в Душанбе в рамках второй международной конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы состоялся марафон бега.
4 июня в Душанбе в рамках второй конференции высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития 2018-2028 годы» состоялся очередной экомарафон с участием австралийской активистки Мины Гули. Очередной забег на дистанцию 42,2 километра начался с пансионата «Саруб» в Арзобском районе и завершился в столичном Наврузгохе. В символическом забеге на дистанцию 6 километров от улицы Саида Носирова, 27 до Наврузгоха приняли участие представители Национального олимпийского комитета Таджикистана, руководство Комитета по делам молодежи и спорта, жители города Душанбе, пожелавшие принять участие в марафоне, представители различных профессий, а также граждане зарубежных стран. Я благодарна правительству Республики Таджикистан, в частности, лидеру нации, президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Рахмону, за выдвинутые им глобальные инициативы в сфере водных вопросов, а также всем участникам марафона. В рамках Всемирного водного марафона Run Blue в Таджикистане я преодолела уже 10 марафонов вдоль живописных рек Зеравшан, Амударья, Пянш, Ванч, а теперь и Варзоб. Я восхищаюсь прекрасными природными ландшафтами и рада, что посетила этот благодатный край. Также в рамках Душанбинской водной конференции 9 июня состоится второй марафон по направлению Душанбе-Вахдат, рамбинское направление, на дистанцию 42,2 километра. Результаты марафона будут представлены на второй Душанбинской конференции, а также конференции ООН по водным ресурсам в марте 2023 года. Всемирный водный марафон стартовал 22 марта в Международный день водных ресурсов в Австралии. Он включает в себя 200 марафонов по всему миру, в которых принимают участие более 200 миллионов человек, и завершится 22 марта 2023 года в преддверии конференции ООН в Нью-Йорке. Марафоны организованы австралийской активисткой и бегуньей Миной Гули и пользуются поддержкой многих партнеров, в том числе правительств Таджикистана и Нидерландов, выступающих в качестве сопредседателей конференции. Центральноазиатский сектор всемирного экомарафона Run Blue начался 10 мая в Муйнаке, Узбекистан, и завершится 10 июня в Душанбе. Зумрат Файзиева, Рану Азизи, новости. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.